Благодарность Богу за этот чудный субботний день. Pateicība Dievam par šodienu. И прежде чем начать наше размышление, Pirms mēs sāksim savus pārdomas, у меня есть одна для вас небольшая притча. man priekš jums ir īsts stāsts. Представьте себе человека. Iedomājieties cilvēku, Он мечтал на свете о 3 вещах. kurš sapņoja par 2 lietām. Иметь хорошую работу, Lai viņam būtu labs darbs, жениться на красивой девушке apprecēt skaistu sievieti, и стать известным всему миру. un vēl trešais kļūt slavenam visā pasaulē. И вот он бежал на собеседование на работу. Un viņš steidzās uz darba pārunām. И вот когда он бежал, он увидел, что перед ним споткнулся пожилой человек. Un viņš pamanīja, ka pirms viņa paklupa kāds pavecāks vīrs. Он подумал, что он, наверное, выпивший, и не стал ему помогать, и побежал дальше. Un viņš padomāja, ka, ja viņš palīdzēs šim cilvēkam, tad nokavēs un tāpēc aizskrēja tālāk. Ведь он опаздывал, ему надо было вовремя успеть на собеседование. Viņš taču kavēja, viņam vajadzēja paspēt laicīgi ierasties uz sarunām, Но на работу его не взяли. bet viņu nepaņēma darbā. Идя обратно, расстроенный, он натолкнулся на бродячих артистов. Ejot atpakaļ, viņš uzdūrās uz klejojošiem aktieriem. Артисты хорошо выступали. Viņi ļoti labi uzstājās, Он на какое-то время забыл о своем горе. un šajā laikā viņš aizmirsa par savu bēdu. И когда выступление закончилось, он остался один сидеть в зале. Un pēc viņu šīs uzstāšanās viņš palika pēdējais sēdēt zālē. И вот на вид пожилая актриса подсела к нему рядом, чтобы поговорить. Un kāds no šiem aktieriem apsēdās līdzās, lai parunātu. Она пыталась узнать, понравился ли ему спектакль, что понравилось, что, может быть, хотелось бы другого. Šī sieviete vēlējās uzzināt, kas viņam patika izrādē, Но он отвернулся, быстро встал и ушел. bet viņš novērsās un ātri aizgāja prom. А когда подошел к дому, увидел плакающую женщину, которая сидела на скамейке возле его подъезда. Kad viņš pienāca pie savām mājām, viņš ieraudzīja, ka pie kāpņu telpas sēž sieviete un raud. Он проигнорировал и пошел домой. Bet viņš aizgāja garām. И так протекала его жизнь. Un tā pagāja viņa dzīve. Он не чувствовал себя счастливым. Viņš nejūtās laimīgs. Он чувствовал, что не достиг своих мечты. Viņam šķiet, ka viņš nav sasniedzis savus mērķus. И вот когда он уже умер, Un tad, kad viņš nomira, он встречается со своим ангелом-спасителем. viņš satika savu sargaņģeli. И вот его ангел-хранитель говорит: как ты себя чувствуешь? Un sargaņģelis viņam jautā, kā tu jūties? И этот человек рассказывает: я был несчастен всю свою жизнь. Un viņš teica, es biju nelaimīgs visu savu dzīvi. У меня было 3 мечты, но ни одна из них не сбылась. Man bija 3 sapņi, bet neviens nepiepildījās. На что ангел ему ответил: Uz to eņģelis viņam atbildēja. я сделал все, чтобы твоя мечта сбылась. Es izdarīju visu, lai tavs sapņi būtu piepildīti, Но ты ее не увидел и не услышал. bet tu to nepamanīji un nesadzirdēji. Помнишь того человека, который подскользнулся? Vai atceries to cilvēku, kas paklupa tev priekšā? Это был директор той фирмы, куда ты бежал устраиваться. Tas bija tās firmas direktors, uz kuru tu tā steidzies. А та пожилая актриса, которая подсела к тебе, Bet tā pavecākā aktrise, kas tev nosēdās blakus, это была под гримом молодая девушка, которой ты понравился. tā bija vispār nogrimējusies jauna meitene, kurai tu iepatikies. Она хотела с тобой познакомиться, Viņa gribēja ar tevi iepazīties, но ты сам ее отверг. bet tu pats aizbēgi. А та женщина, которая сидела у подъезда и Bet плакала, tā sieviete, kas sēdēja pie kāpņu telpas un raudāja, это была известная поэтесса. tā bija pazīstama dzejniece. Она была в депрессии. Viņa bija depresijā, Но если бы ты ее поддержал бы, bet ja tu būtu viņu mazliet atbalstījis, она бы написала бы книгу о том, как ты ей помог. viņa būtu uzrakstījusi grāmatu par to, kā tu viņai palīdzēji. Я сделал все, чтобы помочь осуществить твою мечту. Es izdarīju visu, lai varētu īstenoties tavi sapņi.
но ты прошел мимо. bet tu aizgāji garām. А замечаем ли мы с вами о том, как Бог участвует в нашей с вами жизни? Bet vai mēs pamanām, kā Dievs Замечаем ли мы то, darbojas mūsu dzīvē? замечаем ли мы то, как Бог что-то нам хочет преподать или чему-то научить? Vai mēs pamanām, kā Dievs mums vēlas kaut ko dāvāt? Или мы отмахиваемся и уходим в сторону? Ja mēs tā atmetam ar roku un ejam tālāk. И вот сегодня хотелось бы немножко над этим поразмышлять. Un tieši par to šodien gribētu padomāt. И хотелось бы это рассмотреть на истории жизни одного человека. Un to es gribētu darīt, balstoties uz kāda cilvēka dzīvi. Я думаю, вы все про него слышали. Es domāju, visi par viņu ir dzirdējuši. Это Моисей. Tas ir Mūzus. Откроем книгу «Исход», 2 главу. Atvērsim Mūzus 2. grāmatu, 2. nodaļu. И там прочитаем с 1 по 10 стихи. Un izlasīsim pirmos 10 pantus. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могли более скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом, и смолою, и положила в нее младенца. Поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что будет с ним. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. И она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы и она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца своего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что она говорила: я из воды вынула его. Vīrs no Levija nama gāja un ņēma Levija meitu. Un tā sieva kļuva grūta un dzemdēja dēlu, un viņa redzēja, cik viņš jauks, un slēpa to 3 mēnešus. Kad viņa nevarēja to vairs ilgāk slēpt, tā ņēma niedru grozu, apsmērēja to ar darbu un piķi, ielika tajā bērnu un nolika to niedrājā Nīlas krastā. Un viņa māsa nostājās iztālēm, lai zinātu, kas ar viņu notiks. Pie upes mazgāties atnāca faraona meita, viņas kalpones nāca tai līdz pie Nīlas, un viņa ieraudzīja niedrēs grozu un sūtīja savu kalponi, lai tā to paņem. Viņa to atvēra un ieraudzīja bērnu, un zēns raudāja. Un viņa iežēlojās par to un teica: tas ir no ebreju bērniem. Tad viņa māsa nāca un teica faraona meitai: vai man iet un pasaukt priekš tevis zīdītāju no ebrejietēm, kas tev bērnu zīdītu? Un faraona meita viņai teica: ej. Tad jaunava gāja un pasauca bērna māti. Un faraona meita tai teica: ņem šo bērnu, zīdi priekš manis, un es tev došu algu. Un tā sieva paņēma bērnu un zīdīja viņu. Bērns paaugās, viņa atdeva to faraona meitai, un viņš bija tai par dēlu. Un viņa to nosauca par Mūzu, sacīdam: jo no ūdens es viņu izvilku. Израильский народ настолько разросся в Египте, Ebreju tauta dzīvoja Eģiptē. что египтяне пытались его уничтожить, убивая младенцев. Un tā kā viņi bija ļoti daudz kļuvuši, tad eģiptieši centās viņu skaitu ierobežojot, liekot nogalināt visus zēnus. Но Моисею было суждено выжить. Bet Mūzum bija lemts izdzīvot. Вот если почитать эту историю, можно найти очень несколько интересных моментов. Lasot šo stāstu, mēs varam ieraudzīt ļoti interesantas domas. Мать оставила его в тростнике. Māte atstāja dēlu niedrājā. Она сделала корзинку, поставила на реку и Viņa izveidoja grozu, drošu grozu un nolika to niedrēs. Ведь ребенок мог погибнуть, Bērns varēja iet bojā, но он остался жив. un tomēr viņš palika dzīvs. Более того, дочь фараона вышла на ту реку для того, чтобы прогуляться. Vēl vairāk faraona meita nonāca tieši tajā pašā vietā, jo viņai gribējās pastaigāties. Прогуляться, умыться.
pastaigāties, nomazgāties. И она услышала и увидела. Un viņa sadzirdēja un ieraudzīja. Ведь она ведь могла не поднимать эту корзинку. Viņa varēja taču nepamanīt, aiziet garām. Она могла дать приказ убить этого младенца. Un arī tad, kad viņa ieraudzīja šo mazo bērnu, Но она решила его спасти. viņa nezina, kāpēc nolēma viņu glābt. Более того, она согласилась, чтобы этого младенца вскормила мать еврейка. Vēl vairāk viņa piekrita, ka šo bērnu zīda māte ebrejiete. И вот тут появляется вопрос. Un šeit rodas jautājums, Это просто какое-то совпадение, vai tā bija sagadīšanās, случайность, nejaušs gadījums, или Бог заботился об этом младенце? jeb Dievs īpaši parūpējās par šo bērnu. Не задумывались ли вы о том, что у Бога, о каждом из нас есть свой план? Vai mēs varam pieņemt, ka Dievam katram priekš mums ir savs plāns? И вопрос, обращаем ли мы на это внимание, или мы просто говорим, это случайность? Bet vai mēs tam pievēršam uzmanību, jeb domājam, ka tā ir vienkārši sagadīšanās? Что мы видим, когда что-то с нами происходит? Ko mēs domājam, kad kaut kas tāds notiek? Мы видим руку Бога Vai mēs redzam Dieva roku, или руку врага? jeb ienaidnieka roku? Когда у нас все хорошо, мы говорим, о, слава Богу, у нас все хорошо. Kad mums viss ir labi, mēs sakām, slavu Dievam, viss ir labi. Но когда происходит какое-то несчастье, Bet kad notiek kaut kāds nelaimes gadījums, какова наша реакция? kāda ir mūsu reakcija? Что мы тогда говорим? Ko tad mēs sakam? О, сатана пытается вмешаться в нашу жизнь. Bieži sakam, ka Sātans cenšas iejaukties mūsu dzīvē. Он пытается что-то испортить. Он пытается что-то сломать или испортить в нашей жизни. Viņš cenšas salauzt un sabojāt mūsu dzīvi. И вот тут появляется вопрос опять. Un te rodas jautājums. Мы как христиане, на что обращаем внимание в этот момент? Mēs, kristieši, kam pievēršam uzmanību šajā brīdī? Кто руководит нашей жизнью тогда? Kurš vada mūsu dzīvi šobrīd? Если Бог здесь стоит в стороне и ничего не делает, тогда вопрос, кто управляет нами? Ja Dievs stāv malā un neiejaucas, tad kas mūs vada? Не забываем ли мы про Бога в такой момент? Vai mēs neaizmirstam šajā brīdī Dievu? Точнее, мы вспоминаем и просим, помоги нам, но не более того. Visbiežāk mēs sakām palīdzi, bet ne vairāk. Бог не является автором зла. Bet Dievs taču nav ļaunuma autors. Он не причиняет нам боль и страдания. Viņš mums nedara pāri, nerada mums ciešanas. Но если наша жизнь находится под Его управлением, Bet ja mūsu dzīve ir viņa vadībā, Он может что-то допускать в нашей жизни. viņš var arī kaut ko pieļaut mūsu dzīvē. Но цель того, что Он допускает в нашей жизни, Bet viņam ir savs mērķis, ja viņš kaut ko pieļauj. является наше спасение. Un tā ir mūsu glābšana. Мне нравится, как писала Эллен Уайт на Man эту тему. patīk, ko ir rakstījusi Elena Vaita. Когда Бог допускает что-то в нашей жизни, Ja Dievs kaut ko pieļauj mūsu dzīvē, и Он видит, что нам больно, и мы плачем, ja mums ir sāpīgi un mēs raudam, Он плачет вместе с нами, tad Dievs raud kopā ar mums, но понимает, что нет другой дороги для того, чтобы мы могли бы достичь вечности. bet viņš zina, ka nav cita ceļa, kā mēs varētu nonākt mūžībā. Мы порой видим следствие, но не ищем причину. Mēs reizēm redzam sakas, bet neredzam cēloņus. Мы не разбираемся, почему же Бог допустил этого. Mēs reizēm negribam iedziļināties, kāpēc Dievs to ir pieļāvis. Мы ищем виновного, мы ищем крайнего, Mēs sākam meklēt vainīgo, вместо того, чтобы с благодарностью прийти к Богу. tā vietā, lai pateiktos Dievam. Апостол Павел в послании к Римлянам пишет очень интересные слова. Apostols Pāvils romiešiem rakstīja interesantus vārdus. Притом знаем, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Bet mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu. Когда что-то с нами происходит, Un kad tas notiek, размышляем ли мы над этим? vai mēs par to domājam?
Приходим ли мы к Богу, Vai mēs nākam pie Dieva пытаемся ли понять, а что же хочет Он нам этим сказать? un cenšamies saprast, ko Dievs vēlējās ar to mums pateikt? Извлекаем ли мы урок из того, что произошло с нами? Vai mēs gūstam mācību no tā, kas ar mums notiek? Ведь посмотрите на свою жизнь, то, что было с вами до этого. Mēs varam paraudzīties uz savu dzīvi, kura līdz šim mums ir bijusi. И что вы можете сказать о своей прошедшей жизни? Ko mēs par to varam teikt? Можете ли вы вспомнить то, за что вы могли бы благодарить Бога? Vai mums ir par ko pateikties Dievam? Я иногда вспоминаю, смотря то, как я пришел к Богу, Es reizēm atceros to, kā es esmu atnācis pie Dieva. я каждый раз удивляюсь то, каким путем вел меня Бог. Es katru reizi brīnos, kā Dievs man ir vadījis. Я не могу сказать, что жизнь моя была легкой, Es nevaru pateikt, ka man bija viegla dzīve, но я благодарен Богу за то, что Он меня вел именно таким путем. bet es esmu pateicīgs Dievam, ka Viņš mani veda tieši pa tādu ceļu. Ведь те уроки, которые я приобрел сегодня, я приобрел благодаря тому, что Бог меня вел именно этим путем. Jo tās mācības, kuras es gūstu šodien, es gūstu pateicoties tam, kā Dievs mani vadīja toreiz. Книга Исход, 2 глава, Varam lasīt tālāk, 2. Mūzes grāmatas 2. nodaļu, с 11 по 15 стихи. no 11. līdz 15. pantam. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидев, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот 2 еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» И тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. Tajās dienās notika tā. Mūzes izaudzis izgāja pie savas tautas, redzēja viņu klaušu spaidus un redzēja arī vienu ēģiptieti sitam ebreju no viņa tautas. Viņš paskatījās pa labi, pa kreisi, redzēja, ka neviena nav. Nosita ēģiptieti un paslēpa smiltīs. Viņš izgāja laukā arī nākamajā dienā un redzi 2 ebreji cīkstējās. Viņš teica pāri darītājam: kādēļ tu sit savu tuvāko? Bet tas teica: kas tad tevi par kungu nolicis, ka tu mūs tiesāsi? Vai tu to saki, lai nokauti mani kā nokāva ēģiptieti? Tad Mūzes nobijās un domāja: droši vien tā lieta kļuvusi zināma. Kad par to lietu uzzināja faraons, viņš lūkoja nokaut Mūzu. Tad Mūzes bēga no faraona, apmetās Midjāna zemē un mita pie akas. Моисей вырос в доме фараона, Mūzes bija izaudzis faraona namā, но он не забыл то, из какого он народа. bet viņš nespēja aizmirst to, no kādas tautas viņš ir nācis. Он не стал равнодушным к нуждам людей. Viņš nebija vienaldzīgs pret citu cilvēku vajadzībām. Ведь, как правило, когда человек становится очень богатым, Parasti, ja cilvēks ir ļoti bagāts, он порой становится равнодушным к нуждам людей. viņam bieži vien ir pilnīgi vienalga par citiem cilvēkiem. Это не всегда так, но так оно есть. Tas tā nav vienmēr, bet visbiežāk tā mēdz būt. Но Моисей не стал таким, Bet Mūzes tāds nekļuva, хотя занимал довольно высокое положение. lai gan ieņēma ļoti augstu stāvokli. И вот он видит, когда евреи обижают, он вступается на его защиту. Kad viņš ieraudzīja, ka tiek darīts pāri ebrejiem, viņš centās viņu aizstāvēt. Такое ощущение, что в этот момент он бежит впереди Бога. Un ir sajūta, ka viņš skrien Dievam pa priekšu. Он не размышляет о том, как лучше помочь. Viņš nejautāja Dievam, kā vajag palīdzēt. Он как знал, так и помог. Un viņš palīdzēja tā, kā viņš zināja. Но чуть позже он понимает, что его жизни есть угроза. Bet pēc kāda laiciņa viņš saprata, ka viņa dzīve tagad ir apdraudēta. И вот здесь есть один интересный момент. Есть очень интересный момент. Un ir
viena ļoti interesanta lieta. Стал ли Моисей выкручиваться или обманывать? Vai Mūzus sāka mānīties un centties izgrozīties? Стал ли он себя выгораживать перед лицом фараона? Vai viņš sāka sevi attaisnot faraona priekšā? Нет, он просто убегает. Nē, viņš vienkārši aizbēga. Он понимает, что его жизни стоит угроза, и он убегает, не желая быть обманщиком. Un viņš saprata, ka viņa dzīvībai draud briesmas un centās aizbēgt no tās. Он выбирает перемену в своей жизни. Viņš izvēlējās savā dzīvē pārmaiņas. Он предпочитает отказаться от этого богатства в семье фараона и бежать из Египта. Viņš atteicās no faraona bagātības un bēga prom. Всегда ли легко следовать за Богом? Vai faraons sekoja? Всегда ли легко делать правильный выбор в своей жизни? Vai viegli ir izvēlēties pareizi savā dzīvē? В сегодняшнем мире порой тяжело оставаться христианином. Šodien bieži vien ir grūti palikt par kristieti. Оставаться быть честным, тяжело поступать правильно. Ir grūti palikt godīgam un rīkoties pareizi. И очень много зависит от того, какой выбор мы сделаем. Bet ir ļoti daudz, kas atkarīgs no tā, kādu izvēli mēs izdarām. В том выборе, которым сделал Моисей, Pie Mūzus izvēles это не только благодаря воспитанию матери, bija vainīga ne tikai audzināšana, но и благодаря тому выбору, который он научился делать. tas viss bija pateicoties tam, kā viņš bija mācīts izvēlēties. А какой мы с вами делаем выбор сегодня? Kā mēs šodien izvēlamies? Какой делаем мы выбор сегодня, когда к нам обращается Бог? Ko mēs izvēlamies, kad Dievs mūs aicina šodien? И поверьте, не всегда этот выбор будет легким. Ticiet man, nevienmēr šī izvēle būs viegla. Порой иногда тяжело сделать правильно, пойти вправо или налево. Reizēm ir grūti izvēlēties, vai iet pa labi vai pa kreisi. Иногда можно будет легко ошибиться. Reizēm ir ļoti viegli kļūdīties. И вот тут просим ли мы Бога мудрости о том, как поступить в этой ситуации? Vai mēs Dievam lūdzam padomu, kā rīkoties šajā situācijā? Моисей мог выкрутиться как-то и сказать, они же простые люди и соврали. Mūzes droši vien varēja izgrozīties kaut ko, samalot par to situāciju, kāda bija. Но он предпочел следовать по повелению Бога. Bet viņš izvēlējās sekot Dieva aicinājumam. Он выбирает перемену в своей жизни. Viņš izvēlējās pārmaiņas savā dzīvē. Он выходит из зоны комфорта и идет там, где не совсем ему привычно. Viņš izgāja no savas komforta zonas un devās turp, kur viņam nebija ērti. Книга Исход, 3 глава, с 1 по 5 стихи. Lasīsim tālāk 3. nodaļu. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мидиамского. И однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидев он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает, Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь, увидев, что он идет посмотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал Моисей: «Моисей». Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на которое ты стоишь, есть земля святая». Mūzes ganīja savu sievas tēva Midiāna priestera Jetru savis. Viņš dzina avis pāri tūkstnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un uguns liesmā viņam parādījās kunga eņģelis no ērkšķa krūma. Viņš raudzījās un redzi, ērkšķa krūms dega ugunī, bet nesadega. Un Mūzes teica: «Pieši tuvāk apskatīt šo lielo parādību, kāpēc ērkšķa krūms nesadeg». Un kungs ieraudzīja, ka viņš nāk klāt, lai redzētu, un Dievs sauca viņam no ērkšķa krūma vidus: «Mūzu, Mūzu!» Un tas teica: «Es te». Tad viņš teica: «Netuvojies, noauj sandālus no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme». То, что происходило с Моисеем до этого, было не просто так.
Viss, kas notika ar Mūzu līdz šim, nebija vienkārši tāpat vien. Это не было просто случайностью. Tā nebija sagadīšanās. У Бога для Моисея был особый план. Dievam priekš Mūzes bija īpašs plāns. Мы не всегда от начала видим конец. Mēs nevienmēr sākumā varam saskatīt to beigu galu. Порой то, что происходит лет 10, 15, 20 назад, Reizēm tas, kas noticis 5, 10, 20 gadus atpakaļ, может сказаться на нашей жизни в дальнейшем. var ļoti ietekmēt to, kā tālāk virzīsies mūsu dzīve. То, чему учился Моисей в доме фараона, To, ko Mūzes iemācījās Fāraona namā, то, чему он учился, пася овец, to, ko viņš iemācījās ganot avis, Бог готовил его для определенной миссии. tas viss bija vajadzīgs, lai Mūzu sagatavotu īpašai misijai. И посмотрите на Моисея. Un paraugieties uz Mūzu. Он отвечает на призыв Бога. Mūzes atsaucas Dieva aicinājumam. Но при этом он не говорит: вот, я, пошли меня. Un viņš tomēr nesaka, redziet, es esmu sūti mani. Он начинает диалог с Богом. Viņš sāka sarunāties ar Dievu. Он сомневается, может ли он выполнить то, что он сделал. Viņš šaubās par to, vai viņš spēs izdarīt to, ko Dievs no viņa prasa. Он сомневается в своих способностях. Viņš šaubās par savām spējām, Но он не отвергает Бога, он ведет с ним диалог. bet viņš neatgrūž Dievu, neatsakās, viņš runā ar viņu. Но ведь в этом есть пример и для нас. Un tajā ir piemērs arī mums. Как часто мы приходим к Богу и ведем с Ним диалог? Cik bieži mēs nākam pie Dieva un sarunājamies ar viņu. Как часто мы говорим Богу о том, в чем мы сомневаемся, Cik bieži mēs stāstam Dievam par savām šaubām, высказываем свои размышления, stāstam par savu attieksmi, готовы ли мы выслушать то, что Бог готов нам ответить взамен. un vai mēs esam gatavi uzklausīt to, ko Dievs mums stāka atbildē. Ведь посмотрите на этот диалог немножко повнимательнее. Un paraugieties uz šo dialogu uzmanīgi. Он записан в книге Исход, 4-5 глава. Tas viss ir aprakstīts 2. Mūzes grāmatā, 3., 4., 5. nodaļā. Бог терпеливо с Моисеем общался. Dievs ļoti pacietīgi atbildēja uz visiem mūsu jautājumiem. Но ведь также терпеливо Бог обращается к нам с вами. Tieši tikpat pacietīgs Dievs ir arī ar katru no mums. Он говорит: давайте общаться, давайте вести диалог. Dievs vienmēr aicina runāt ar viņu. Бог говорит нам сегодня: придите ко мне такие, какие вы есть. Dievs aicina, nāciet pie manis tādi, kādi jūs esat. Давайте вместе сядем и пообщаемся. Kopā apsēdīsimies un parunāsim. Замечаем ли мы те моменты, когда Бог к нам обращается? Vai mēs pamanām šo brīdi, kad Dievs ar mums runā? Или, как нам свойственно человеку, воспринимать это в штыки? Jeb kā tas ir cilvēkiem pierasts iet garām? И ждем ли мы терпеливо ответы, которые хочет нам Бог показать? Un vai mēs gaidām to atbildi no Dieva? Ведь иногда ответ может длиться длиной полгода, год. Reizē mēs nesaņemam atbildi pusgadu, gadu. Я не забуду свой опыт в этом вопросе с Богом. Es atceros savu pieredzi kādā jautājumā. Ответ, который я получал больше, чем полгода. Bija jautājums, uz kuru atbildi es nesaņēmu vairāk kā pusgadu. В свое время я готовил программы для Латвийского христианского радио. Savā laikā es gatavoju programmas Latvijas kristīgiem radio. Вот я готовил передачи для христианского радио и параллельно был руководителем субботней школы. Un paralēli tam, ka es gatavoju šos raidījumus kristīgiem radio, es biju arī sabatskolas vadītājs savā draudzē. И наступил тот момент, когда я понимал, что я не могу заниматься и тем, и другим одновременно. Un pienāca brīdis, kad es sapratu, ka es nevaru tikt galā gan ar vienu, gan ar otru pienākumu. Поскольку мне надо было готовить не только текст программы, Jo man bija jāsagatavo gan programmas tekstu, но и редактировать программы. gan jārediģē programmas pēc tam. И это все занимало довольно много времени. Un tas viss aizņēma diezgan daudz laika. И вот я молился: Господи, помоги мне сделать правильный выбор в этой ситуации. Un es lūdzu Dievam, palīdz man izdarīt pareizo izvēli.
Я понимал, что я нужен и в своей общине, но при этом важно служение и на радио. Es sapratu, ka ir vajadzīga kalpošana gan savā draudzē, gan arī tas, ka ir vajadzīgs šie raidījumi radio. Проходит полгода, Pagāja pusgads, и подходит ко мне проповедник, un tad atnāca kāds mācītājs. и он говорит: я понимаю, Сергей, что тебе тяжело руководить субботней школой и радио. Es saprotu, ka tev ir grūti gan tur kalpot. Может быть, давай вот тот брат будет руководить субботней школой, а ты можешь дальше продолжать заниматься радио. Darīsim tā, ka Bībeles skolu vadīs cits brālis, tu nodarbosies tikai ar radio. И я понимал, что вот он ответ на мою молитву. Un es sapratu tajā brīdī, lūk, šī ir atbilde uz manu lūkšanu. Я остался просто вести субботнюю школу, но большую часть времени отдавал на радио. Es paliku arī kā sabatskolas skolotājs, bet lielāko laika daļu es veltīju raidījumiem radio. Проходит еще какое-то время, Pagāja vēl kāds laiks, и этот пастор приходит к нам на студию. un šīs mācītājs atnāca uz mūsu studiju. Его попросили готовить программы о тюрьме, тоже для христианского радио. Viņi bija palūguši sagatavot vairākas programmas par kalpošanu cietumos. И вот меня попросили помочь ему научиться редактировать эти программы в компьютере. Un man palūdza, lai es viņam palīdzu rediģēt šīs programmas. И я, занимаясь с ним, показываю ему, как это делать. Un es ar viņu kopā darbojos, es viņam rādīju, kā to vajadzētu darīt. Мы немножко общаемся, Mēs kopā sākām runāties. и вот он говорит мне: Viņš man saka, я не понимал до этого, насколько тяжела эта работа делать программы для христианского радио. kamēr es pats nesāku darīt, es nesapratu, cik daudz laika un kāds tas ir darbietilpīgs process sagatavot raidījumu radio. Я не понимал то, как это было тяжело тебе тогда. Un es līdz galam pat nesapratu, cik grūti tev tas ir nācies. Теперь я это понимаю. Tagad es to saprotu labāk. И я еще раз убедился, что Бог показал мне то, каким идти путем на тот момент. Un es vēlreiz pārliecinājos, ka toreiz es esmu pareizi sapratis Dieva atbildi uz manu lūgšanu. Даже много лет спустя я понимал о том, что Бог показал мне, каким путем идти. Un daudzus gadus vēlāk es atkal saprotu, ka Dievs man parādīja, kā man ir jādzīvo šo savu dzīvi. И я понимаю, что то служение, которое я начал тогда, оно сказывается и сегодня. Un tā kalpošana, kuru es veicu toreiz, tā ir atstājusi ietekmi uz to kalpošanu, kuru es veicu šodien. Были люди намного талантливее меня, но Бог почему-то поставил именно меня. Ir bijuši ļoti daudz cilvēku, kas ir daudz talantīgāki par mani, bet Dievs nezina, kāpēc ir virzījis tieši mani. То решение, которое мы принимаем в какой-то момент, оно может менять нашу жизнь. Tas lēmums, kuru mēs kādā brīdī pieņemam, var ietekmēt mūsu visu tālāko dzīvi. Не всегда идти за Богом легко. Un nevienmēr sakot Dievam ir viegli. Не всегда легко сделать правильный выбор. Nevienmēr ir viegli izdarīt pareizo izvēli. Но Бог обращается к нам. Bet Dievs vēršas pie mums. Замечаем ли мы в своей жизни то, как Бог приходит к нам и обращается? Bet vai mēs pamanām, kā Dievs nāk pie mums un vēršas pie mums? Желаем ли мы, как Моисей, вести диалог с Богом, говорить с Ним? Vai mēs vēlamies sarunāties ar Dievu? Готовы ли мы пойти по тому пути, который приготовил для нас Бог? Un vai mēs esam gatavi iet pa to ceļu, kuru Dievs mums pēc tam piedāvā? Есть еще одна небольшая притча. Ir vēl kāda līdzība. Однажды в одном из театров было решено поставить довольно такой интересный спектакль, в кавычках. Reiz iestudēju kādu interesantu izrādi pēdiņās. Люди, которые абсолютно не верили в Бога, решили поставить спектакль о Христе. Cilvēki, kuri galīgi nezināja neko par Dievu, vēlējās izveidot izrādi par Jēzu Kristu, Чтобы посмеяться над христианством. lai paņergātos par kristietību. И они назвали этот спектакль «Христос в куртке». Этот спектакль они назвали «Христос в куртке».
Un šo izrādi viņi nosauca Jēzus Vējakā. И вот актер, который абсолютно не верил в Бога, Un lūk, aktieris, kurš pilnīgi neticēja Dievam, он играл как раз роль Христа. viņam bija uzticēta Kristus loma. И вот он должен был сесть на трон, Viņam bija jāapsēžās uz troņa, который был сделан из пивных и водочных бутылок, kas bija no alus pudelēm izveidots. снять плащ с себя как Viņam bija jānoņem savs mētelis, и одеть простую обычную куртку. jāatvelk parastu vējaku. Вот таким образом он должен был сыграть роль Христа. Tā viņam bija jātēlo Kristus. И вот во втором акте он взял Евангелие, Un lūk, pirmajā ainā viņš paņēma evaņģēliju, он должен был его прочитать и дальше уже одевать куртку. un tālāk viņam tas bija jālasa, un pēc tam jāuzvelk vējaka. Это была Нагорная проповедь. Un tā vieta, ko bija jālasa, bija Kalna svētruna. И он начал читать «Блаженные нищие духом» Viņš sāk lasīt svētīgi garā nabagie, и так далее, и так далее, и так далее. un tā tālāk, un tā joprojām. Где-то в середине главы он должен был остановиться и говорится, снять себе плащ и одеть куртку. Un šīs nodaļas vidū viņam bija jāapstājās, jānoņem savs graznais mētelis, Но он не переставал читать. bet viņš neapstājās, viņš turpināja lasīt. Ему суфлер уже давно показывал, что заканчивай читать, продолжай действовать. Suflieris viņam jau sen centās parādīt, ka viņam kaut kas ir jādara un jāapstāja lasījumā. Но он читал и читал и читал. Bet viņš lasīja un lasīja un lasīja tālāk. И по окончании главы Un nodaļas beigās он прочитал следующие слова. viņš izlasīja sekojošus vārdus. «Помяни меня, Господи, едва придешь в Царствие Твоем». Piemini mani, kad tu nonāksi savā valstībā, kungs. Он с Новым Заветом в руках, оставив у себя Новый Завет в руках, в хитоне Христа он ушел со сцены. Un šis aktieris nogāja no skatuves. Он не доиграл ту роль, которую ему была предназначена. Viņš nenospēlēja to lomu, kura viņam bija paredzēta. Он сделал выбор последовать за Христом. Viņš izdarīja izvēli sekot Jēzum. В жизни каждого из нас Бог расставляет знаки, по которым мы можем идти. Katra cilvēka dzīvē Dievs atstāja kādas zīmes, kurām mēs varam sekot. Вот как на дороге стоят знаки, ограничения скорости или опасный поворот, Tieši tāpat kā uz ceļiem tiek izliktas zīmes, ātruma ierobežojums, bīstams pagrieziens, Бог также расставляет их в нашей жизни. tieši tāpat Dievs noliek zīmes arī mūsu dzīvē. Но мы, к сожалению, не всегда на них обращаем внимание. Par nožēlu mēs nevienmēr tās pamanām. Посмотрите на жизнь Моисея. Paraugieties uz Mūzes dzīvi. Моисей обращал внимание на то, как к нему обращается Бог. Mūzes pievērs uzmanību tam, kā Dievs pie viņa vērsās. Он был благодарен Богу за то, что Он сделал в его жизни. Viņš bija pateicīgs Dievam, ko viņš ir izdarījis ar viņu dzīvi. Он вел диалог с Богом. Viņš sarunājās ar Dievu. Приходим ли мы также сегодня к Богу? Vai mēs tāpat nākam pie Dieva? Обращаем ли мы на то, как Он обращается к нам? Vai mēs pamanām, kā Dievs vēršas pie mums? Ведем ли мы этот диалог? Vai mēs ar viņu sarunājamies? И пусть Бог благословит нас. Lai Dievs mūs svētī, Но чтобы мы замечали то, когда Бог обращается к нам, lai mēs pamanītu, ka Dievs pie mums vēršas и не проходили мимо, un neaizietu garām. но сделали бы выбор следовать за Ним. Un lai mēs vienmēr izdarītu izvēli sekot viņam. Аминь. Āmen. И сейчас предлагаю помолиться. Tad piecelsimies lūkšanai. Господи, великая особая благодарность Тебе Kungs, mēs Tev ļoti pateicamies, за то, что мы можем приходить к Тебе во всякое время, ka varam nākt pie Tevis jebkurā laikā, за то, что Ты нашел прежде, чем мы начали искать Тебя. ka Tu mūs atradi pirmais. Благодарность за то, что мы можем приходить к Тебе со всеми своими сомнениями и вопросами. Paldies, ka varam nākt pie Tevis ar visiem saviem jautājumiem un šaubām, И Ты принимаешь нас такими, какие мы un есть. ka Tu mūs pieņem tādus, kādi mēs esam. И просим Тебя, Mēs Tev lūdzam, помоги нам сделать правильный выбор в своей жизни.
Palīdz mums pareizi izvēlēties savā dzīvē. Помоги нам замечать то, как ты участвуешь в нашей жизни. Palīdz mums pamanīt, kā tu vadi mūsu dzīvi. И помоги нам следовать за тобой. Un palīdz mums tev sekot. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā lūdzam. Аминь. Āmen.